39-е заседание Народного собрания Ингушетии начинается не с рассмотрения проектов закона. Встречу открывает член Совета Федерации России Билан Хамчиев. Сенатор рассказал об итогах его деятельности за прошлый год. Одно из направлений работы сенатора – участие в межпарламентской деятельности Совета Федерации. В 2022 году Билан Хамчиев был участником Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, работал в составе Российской комиссии по сотрудничеству с Узбекистаном, Абхазией, странами Азии и Африки, Персидского залива и Аравийского полуострова. В период принятия бюджета, по расходу бюджета к нам представитель парламента нашей республики обращается. Эти вопросы всегда стоят на контроле председателя палаты, всегда положительный получают результат. В этом направлении мной будет продолжена дальше работа по поддержке субъекта федеральных органов власти, министерствах, ведомствах. После подведения итогов парламентарии могли задать вопросы сенатору. Депутаты интересовались возможностью содействия в увеличении дотаций из федерального бюджета в региональный, в увеличении заработных плат педагогов, завершении строительства ингушского участка федеральной дороги «Кавказ». По поручению главы республики я неоднократно этой темой занимался и уже вышли, говорят, на работу, делают, частично начали работу. Да? Если дальше продолжаться активно не будет, мы будем на контроле держать. В свое время мы правильно не спроектировались, вовремя не сделали как положено, поэтому этот процесс затягивается. Наши жители, у которых должны были выкуплены быть земли, там тоже появились ряд серьезных проблем. Я надеюсь, что в ближайшее время руководство республики, мы в том числе сделаем все возможное, чтобы сдвинуть с мертвой точки и решить эту проблему. Далее на заседании заслушали итоги деятельности Минприроды Ингушетии. Свою работу министерство направило на реализацию майских указов президента страны на улучшение экологического состояния региона и развитие экологической культуры населения. Национального проекта «Экология» в 2023 году реализуются два региональных проекта сохранения лесов. В отчетном периоде произведены в полном объеме работы по увеличению лесовосстановления на площади 140 га, в том числе искусственное лесовосстановление на площади 5 га, естественное лесовосстановление на площади 135 га. Сохранение уникальных водных объектов. В 2023 году начата реализация мероприятий оздоровления гидрографической сети реки Сунжа в городе Магаз, Республики Ингушетия. Протяженностью 4656 метров. Объект, переходящий срок выполнения работ 23-24 года. В этом году произведена запланированная расчистка реки на протяженности 1300 метров. Реализация мероприятия позволит предотвратить дальнейшую деградацию водного объекта, тем самым улучшив экологические условия проживания жителей города Магаз. В скором времени в Ингушетии планируют развернуть комплекс по переработке твердых коммунальных отходов с участком для компостирования и захоронения. Минприроды региона заключила соглашение с представителями столичной компании проектировщиков. В масштабный и крупнейший проект планируется включить мусоросортировочные комплексы, где будут утилизировать полиэтилен, стекло, твердый пластик и древесные отходы. Сотрудники Минприроды Ингушетии с привлечением специалистов, геологов провели исследование уровня залегания грунтовых вод на указанном земельном участке. По итогам бурения подземных вод, подземные воды на глубине 6 метров в 5 точках не вскрыты. На всю глубину бурения скрыта глина, что делает перспективным строительство полигона на выбранном участке. Кроме того, создано общество с ограниченной ответственностью «Республиканский экологический оператор», основным учредителем которого является АО «Корпорация развития Республики Ингушетия». Данная организация будет осуществлять строительство комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами. Распоряжение правительства Республики Ингушетия согласовано возможность заключения Минприроды Ингушетии государственного контракта с единственным поставщиком ООО «Экомтехпроект» на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту строительства комплексного объекта обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов, расположенного в сельском поселении Верхние Очелки. Государственный контракт заключен, ООО «Экомтехпроект» приступил к проведению проектно-изыскательных работ по объекту. Помимо обозначенных вопросов на заседании говорили об итогах работы Минимущества Республики. Также в первом чтении депутатами был принят проект закона о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По прогнозам, объем доходов 27 миллиардов 723 миллиона 860 тысяч рублей. При расходах 27 миллиардов 986 миллионов 318 тысяч рублей. Дефицит составил 262 миллиона 457 тысяч рублей. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.